Добрый день, дорогие друзья. Начинаем наш сегодняшний круглый стол. Спасибо, что подошли. Я, наверное, для начала представимся вас друг другу, хотя уже познакомились. Справа от меня сидит Лилия Клюковская, это медиа-менеджер, пиарщик, пресс-секретарь группы компании Yadran Oil. В прошлом была главным редактором и, получается, в медиакурсете. Вообще, один из таких ведущих журналистов на «Эхе Москвы» работал радио «Титан», те, кто помнит, олдфаги. Молодежь не помнит. Да. В общем, легендарная женщина. Рамиль Латыпов, специалист по коммуникациям, пиарщик, журналист. Причем родился в Оренбурге, но значительную часть жизни провел в Башкирии, в Уфе. Вот, прошу любить и жаловать. Слева от меня сидит Лиана Иликеева, активистка молодежного крыла Курултая Башкир, юрист, очень хорошая, мудрая и активная очень девушка. Женя Калашников, поэт, журналист, редактор ленты новостей сетевого издания «Снег», тоже наш коллега. В общем, в основном журналисты собрались, как большинство. Special guest с Башкирией связан посредственно. Очень любит Башкирию Арслан Минвалиев. Он основатель проекта «Миллиард татар», основатель, главный редактор. Классно. Да, Трое. Вон что, да. Главный редактор сетевого издания «Снег». Тоже медиа-менеджер, журналист и очень хороший человек. Очень любит Башкирию, все башкирское, особенно башкирский мед и башкирский кумыс. За что мне не раз уже притыкали, что я прикормлен башкирами. Мы все прикормлены Прикольно. Вообще, кто в Башкирии был, тот уже заражен этим. Вообще, выходцы из Башкирии, как мы понимаем, здесь вообще неплохо устроились в Татарстане. Работают в разных сферах. У нас среди нас большинство связано с пиаром, журналистикой. Там в татарской эстраде, опять же, это большинство, наверное, в топ-10 взять, это большинство из них, там, процентов 80 будут, опять же, все эти Айдар Галимов, там, Радик Юлиакшин, там, Решат Тухватуллин, Филюс Кабиров, Салават, Хания, умершая Хания, и многие-многие другие, это все выходцы из Башкортостана. Вот, у истоков, кстати, это СССР тоже стояли выходцы из Башкортостана, Саид Галеев, там, Султан Галеев, Зинат Муратов, Салих Батыев, это все, опять же, уроженцы Уфы, либо районов Башкортостана. Нефтянка. Нефтянка, конечно, да, это наша кормилица. Нефтянки там опять очень много. Во-первых, нефтяной университет там в Уфе находится, поэтому неспроста именно здесь тоже много уроженцев и выходцев из Башкортостана. Вот. Кстати, если в Казани, например, наличие машин с номером 102 не так еще много можно встретить, хотя достаточно, но это не так заметно, потому что здесь много выходцев из Кирова, там, из Чувашии, Марики и так далее, то, например, в Набережных Челнах или в Нижнекамске, в Бугульме и в таких приграничных, там, восточных районах Татарстана таких автомобилей становится все больше. Народ сюда потихонечку по разным причинам переезжает. Как раз об этом мы хотели как раз поговорить. Вот. У меня, естественно, первый вопрос, почему сюда переезжаем в Татарстан? Что нас здесь привлекает? Многие, Лилия Клюковская, помню, в прошлом году, как раз я попросил написать колонку, сообщил такой интересный факт, что здесь люди более такие амбициозные и менее гостеприимные, в отличие от уфимцев. После этого Ренат Белалов пригласил меня на чай. Ренат Белалов, да, познакомился. Разразился своей колонкой. Ренат Белалов, это главный редактор Татаринформа. Вот, или можете, кстати, начать, почему все-таки сюда переехали, что вас здесь привлекло, подробнее об этом рассказать. Привлекло. Во-первых, наверное, мне хотелось от обратного вытащить своего ребенка из Башкирии, при том, что вроде как все в Башкирии было хорошо, но я там персона, занимающая две позиции. Первая, я персона нон-грата, во-вторых, я топ-100 влиятельных людей Республики Башкирия. Вот как-то у меня вот так вот получилось. По рейтингу реального времени. Да, по рейтингу реального времени, при этом вроде как прилюдно я не рукопожатна, но при этом там господин Хабиров может пожать мне руку, приехав в Казань, спросить, когда я возвращаюсь. Звучит это, конечно, как в интонации уральских пельменей, если я больше никогда не увижу, я точно никогда не увижу. Вот, но в целом, конечно, у меня было всегда желание отправить свою дочь учиться в Казань, и я хитро-матерински каждый год, начиная с 6 класса, привозила ее сюда в КФУ, в лагерь пионерский, иначе говоря, лингвистический лагерь. После 11 класса она поняла, что вариантов для поступления у нее практически нет, она просто приехала и поступила в КФУ. А я постоянно
навещая ребенка, естественно, мне нравился этот город и нравится этот город. Я искала варианты, как я тоже могу сюда переехать. И, к счастью, группа компании «Ядран», нефтяная структура, предложила мне работу руководителя пресс-службы. Даже ждали меня, я уезжала в Оксфорд на учебу, и спустя 3 месяца я приехала и заняла эту должность. Почему переехала? Ну, наверное, потому что, первое, мне показалось, что Казань, несмотря на свои там национальные приоритеты, она более современная, более, быть может, даже приближенная к Москве и более европейская, ради чего, в принципе, я отправляла сюда учиться дочь. Сказать, что я абсолютно очарована, ну, не могу сказать. У меня есть свои такие же амбиции, при этом есть еще и замечания, если я могу так сказать, как приехавший житель. Есть моменты, которые меня разочаровали в Казани. В первую очередь, это раннее наступление темного времени суток. И для меня, чисто как еще и человека с экономическим образованием, мне непонятно, как город, в котором все время продуцируется тема «город для туристов», можно сделать таким образом, чтобы часы работали на то, чтобы турист просыпался в 4 утра вот с такими глазами, думая, сколько сейчас время, и при этом в 4 часа дня не мог уже гулять по городу Казани, хотя мог бы просто тратить здесь деньги на то, чтобы покупать сувениры, ездить по всяким музеям и так далее. Но при этом в 4 часа надо всех их закрыть по гостиницам, чтобы они никуда не ходили. Для меня это непонятно. Второй момент, который меня очень удивил, 500 километров расстояния до Уфы, а климат я до сих пор не могу привыкнуть. Я не могу привыкнуть к этим ветрам, к этой влажности. Мне казалось, что это такая татарская часть города Санкт-Петербурга. Вот, потому что там, мне кажется, климат очень больше похож на Казань, чем, например, Башкирия. Вот в целом, наверное, такая примерно причина. Причина — это в большей степени семейная причина. Второе — полюбила, не полюбила. Но я думаю, со временем все сложится. Сегодня у меня только 2 года, как я в Казани. Ровно 2 года. Ровно 2 года. Да. Специально к этой дате мы Тимур откладывал дни. Тогда еще 10 лет, и вы привыкнете и к ветрам, к нравам. Ой, не знаю. У тебя 10 лет, что ли, Жень? Да больше уже. Жень, может, ты расскажешь, сколько ты... Так, я не знаю, мне казалось по порядку. Я уже давно живу в Казани. Свободный сейчас. Я потому что переезжал еще Я поучился полгода, по большому счету, в Уфе, и потом решил, что мне надо сюда. Сам ты Стерлитамак, я так понимаю. Я стерлитамакский, да. В Стерлитамаке все было хорошо, пока я не переехал. И не понял, что, оказывается, бывает по-другому. Оказывается, бывают города без противогаза. Да, это же всю жизнь было. В каждый четверг содовский завод что-то сбрасывал явно. Поэтому это происходило в 2003 году еще, то есть уже почти 20 лет прошло. Так что к ветрам я постепенно привык все-таки, и это... А вот, кстати, ко времени суток нет до сих пор. Ну, мне кажется, это время суток, оно и казанцев тоже напрягает. По крайней мере, на «Эхо Москвы» мы поднимали этот вопрос, и я все равно не могу понять. Я ни разу не услышала ни от правительства, ни от горожан, какой-то действительно внятный ответ, почему. Да. Кроме того, что как в Москве. Да, как в Москве. Как в Москве, Ну и что? Самое главное. Все, и хватит. И всё. Это хватит. Тебя даже говорят что-то, не мы по московскому времени, а москвичи живут по казанскому времени, даже такое уже. Прекрасно. Вот. Просто мне кажется, намного было бы и экономически верно. Москва-то как раз к 10 утра на работу не приходит, она приходит ближе к 11, к 12 своими пробками. И как раз мы бы уже вышли на работу. Тут как раз наше казанское время было бы 12, и было бы уже нормально, и не сидели бы мы в 4 часа. В 4 часа темно, и я, честно говоря, первое время с работы идти боялась. Мне всегда казалось, господи, что ж так темно-то. Да, меня тоже сын удивлялся. Пап, почему так здесь быстро темнеет? Постоянно, когда уезжаем темно, приезжаем обратно, постоянно темно. Рами, ты год назад переехал, да, сюда? Нет, 2 года. 2 года тоже. Тоже 2 года. Я приехал прямо перед самой пандемией. Вот как я переехал, она сразу началась. Я тут, может быть, даже не в тему, не просто как человек, я как представитель своей кошки. У меня кошка ночью здесь не спит, в Казани. Я ее сейчас отвезла на 3 месяца в Уфу, все нормально. То есть она даже не может понять, что ж так светло-то.
Вот, поэтому, ну, действительно, мне кажется, биологически для людей это не совсем нормально. Ну, это так, это наши башкирские претензии. Да, претензии не только Мы же должны башкирские, были к оренбургские чему-то тоже. прицепиться. Оренбургские тоже. На самом деле в 9 часов уже спать охота, на самом деле. Это в районе 9 уже прям коснулся. Мне кто-то однажды в Фейсбуке ответил, а вы думаете, почему преступность в Татарстане на низшем уровне? Все спят. Тебя что здесь привлекло, Рамиль? Я очень хорошо жил в Уфе. Да, начиная с 9-го года, поступил в аспирантуру, вот, там получил еще образование в нефтяном университете. Сам закончился в Оренбурге связь с общественностью в 2009 году. Приехал, жил прекрасно. Народ мне очень, кстати говоря, там импонирует. Прекрасно такой мягкий, такой душевный народ. Вот эти горы, это красота вся, да, Почему-то это все, кто природа. с Оренбурга в Уфу приезжают, они так хвалят Уфу. Теперь я знаю, кто хвалит Уфу. Это жители Оренбурга. Но реально классно, вот серьезно, да, очень хороший народ. Даша особенно. Кучеренко, Мгм. Елена Черкова, это все работники Мгм. коммерсанты. Максим «Эхо Москвы». Корников тоже. Максим Корников, все, кто на «Эхо Москвы» работает, они с Оренбурга. С Оренбурга, да, с Курникова я тоже помню. Вот, прожил еще 10 лет там, и в 2020 году у меня наступает период, когда мне нужно отдавать своих детей в школу. То есть старшему мне 7 лет, получается, да, но я его чуть позже отдал. Потом младшая 4 годика, и вот еще младшая годика, получается. Соответственно, мне стоит вопрос об образовании. Я ищу школу подходящую, и, к сожалению, ее не нахожу. Не нахожу. То есть малокомплектно, чтобы преподаватели были хорошие, чтобы определенная методика образования была. Здесь не нахожу, в Уфе не нахожу, но здесь мне сыпется предложение, причем из 3 школ. Соответственно, я принимаю решение о том, что нужно переехать. Ну, хотя бы попробовать. Я всегда делал хотя бы попробовать для того, чтобы потом не жалеть. Приехал сюда. Насчет образования я не пожалел 100%, потому что сын показывает очень хорошие результаты. В какую школу устроил? Так, это 30-я школа. 30-я школа. Это... То есть не Адамнар. Нет, не Адамнар, потому что Адамнар, вот как раз у меня есть бажа мой, он их не рекомендовал, потому что она новая, красивая, но преподавательский состав, он еще не сформирован. Только формируется. Да, формируется, соответственно. Вообще не нужно на самом деле не школу-то выбирать, правильно? А вот Да, преподавателя, особенно в началке, это очень важно. Вот таким образом я переехал сюда, и потом, после этого, то, что я открыл, значит, образовательный да, момент прекрасный. А второй момент, это здесь прекрасное бизнес-сообщество, и есть так называемая культура предпринимательства. Вот это мне очень понравилось. Вот, причем очень давно же она идет, вот если вспомнить нашу историю. Плюс к тому же очень привлекли музеи, там, да, вот эти парки, вообще в целом вот эта вся инфраструктура, она очень хорошо выстроена, во всяком случае, на мой взгляд. Вот, поэтому мне, на самом деле, может быть, я остался бы в Уфе, если бы это все как бы присутствовало, да, там, но мне пришлось это сделать, и до сих пор я скучаю по моей родной Башкирии. Ура! За это и выпьем. Диана, ты еще не высказалась. Да, я, получается, приехала в Казань в 2016 году. Я родилась сама в Мякинском районе и далее уже в 8 классе поступила в Башкирскую республиканскую гимназию-интернат имени Рами Гарипова. Да. Получается, 4 года училась в Уфе. Легендарная школа. Да, Мгм. можно было отдать детей также в туда эту же, да? школу, да. Мгм. Но хотя нет, там с 8 по 11 класс только Вот, можно. вот. Вот момент. Они бы хорошо выучили башкирский. Да. И получается, после того, как я закончила гимназию, я начала думать, куда же мне поступать. Мне захотелось сменить город, сменить обстановку, чего-то большего, где-то чего-то еще достичь. Мгм. И поэтому я решаю поступать в Казань. Я поступила в Казань КФУ на юрфак, юридический факультет. Через год уже еще раз я поняла, что хочу учиться еще на финансиста, и поступила параллельно также в УГНТУ. Также там заочно сейчас учусь на кафедре финансы и кредит. Получается, параллельно и на финансиста, и на юриста учусь. Мгм. Закончила, получается, год назад бакалавриат, а сейчас работаю юристом с предпринимателями. Так что буду рада. Класс. Замуж еще здесь не вышла? Нет, не вышло. Третий ученик УГНТУ за столом. Вот. Я тоже в Кунту, кстати, учился. УГНТУ. УГНТУ. Но в Дашбо у меня аспирантура просто. Вот смотрите, я обратил внимание, да, вот многие, когда сюда приезжают,
у них первые недели, там, первый месяц, некий медовый месяц в Казани. Они восхищаются здесь. Восхищается. Восхищаются, Да. какие у вас здесь театры, Да, какие да, у вас да, тут да. скверы, Да, да. парки, инфраструктура, там, Классно, да. мечети, там, церковь, шикарно все. А потом начинает уже, как Лилия уже начинает замечать какие-то недостатки. Да. Вот помимо того, что Лилия обозначила, многие говорят, что вот дворы все-таки не такие ухоженные, подъезды грязненькие, там народ Да, здесь более такой вот, Мгм. не такой, как не столь гостеприимный. Даже вот, опять же, Лилия такой момент отметила вот в своей колонке, что в Уфе люди приглашают к себе домой, да? Да, С кем да, да, знакомиться. да, да. Здесь же встречаются где-то в кафешках, в каких-то ресторанах, кафешках, парках, но к себе домой очень редко приглашают. Вот, Мгм. то есть все-таки башкир народ какой-то более гостеприимный. Или может быть связано с тем, что просто в Уфе негде собираться, а Негде собираться. В Уфе как Это раз было есть больно, да? собираться. Я бы сказала, что за последний год в Уфе открыли огромное количество кафе и ресторанов. Это все-таки у нас же Facebook очень Мгм. сильно распространен, да, и как бы самым таким весомым звеном общения является. Я просто когда говорила об этом, ну это было как раз, наверное, полгода спустя моего переезда, я имела в виду, что вроде как ты общаешься здесь, и даже с теми, кто когда-то переехал сюда, в лучшем случае это вот где-нибудь встреча там в кафе, все это наспех, очень быстро. И мне казалось, что это вот какое-то такое промосковское. Я даже тогда сказала, говорю, казанцы ближе к московским, они более холодные. Тут вопрос даже не сколько гостеприимства или не гостеприимства, а недоверие. В Уфе мы все-таки очень доверчивы. У меня мама 40 раз попадала на деньги только потому, что разрешает почтальонам заходить чай пить, пенсию когда раздают, там еще что-то такое. Я к тому, что доверие. Мы какие-то там более, я бы не сказала, что сельские, да, но все-таки более провинциальный, может. мягкие, более спокойно. Мы как-то не ожидаем от человека постороннего какого-то подвоха. Да. А здесь, ну как, в кафе пришел, быстренько так посмотрел, свое нежелание общаться с телефоном обозначил и вроде как быстренько расстался. Вот, поэтому, когда Билалов прочел статью, ему, видимо, стало неловко, а мне было неловко, когда он меня пригласил в кабинет в Татмеде, и в первую очередь зашла секретарша с подносом, я себя чувствовала как кавказской пленницей, вот эти явства. Чтобы показать гостеприимство. Да, показать гостеприимство. Вот. То есть я это имела в виду, потому что, ну, вот я 2 года работаю с коллегами, что просто даже где-то собраться, где-то как-то вот, ну, у нас этого нет. Нет такого. То есть вот с 9 до 18 мы коллеги, после 18 Ну, мы даже. как-то уже не очень. Все, до свидания. Да, в Уфе это же вот всегда вот такие чуть ли не Более душевно, корпоративные посиделки, там в субботу решают, а давайте все на лыжи поедем, я не знаю, там Куштау защищать начнем, еще что-то делать. Вот я это имела в виду. Вы еще такой момент обратили внимание, на такой момент обратили внимание, что в Казани недвижимость переоценена. Вот здесь невероятно, 100%. невероятно высокий. Вот, вообще, есть ли какие-то вещи, которые вот в Казани вам, скажем так, бросаются, как-то вызывают какой-то дискомфорт, не нравится? Вот чему, например, Татарстан может поучиться у нашей родины, у Башкортостана? Кто-то может высказаться. Ну, точно не цене квартир, потому что в Уфе тоже, в общем-то, переоценено. Ну, До недавнего времени... Уфимский Кремль, конечно. Ну, давай, я могу просто сказать, так как я вот более-менее, как бы, в отличие от вас, только-только этим занималась, двухкомнатную квартиру в хорошем микрорайоне рядом с президентом отелем я продала за 4400. Приехав сюда, я не смогла купить даже студию. Я не буду покупать где-то там, не знаю, какие микрорайоны. Салават Купире, наверное, да, я хотела сказать Сипайлова в Казани, но что-то такое. Азина, наверное, может сравнить. Азина, да? Азина, Вот. да, Но, опять же, при этом я могла спокойно поехать в Петербург и купить квартиру. Петербург, да? Да, я купила в Петербурге. Я не стала покупать здесь, я здесь продолжаю арендовать, Ну, да. и мне намного так комфортнее, потому что, ну, во-первых, я арендую Очень прямо напротив офиса. И сейчас до сих пор цены в Петербурге комфортнее, Да, чем, да? да. Я не Интересно. скажу, конечно, что это на Невском проспекте 1800 там, Да, чеховского года, понятно. но тем не менее. А здесь, ну, я считаю, что очень переоценено, потому что на чеховском рынке здесь, в Казани, когда я только приехала, студия без стен, без всего, то есть вот просто дырка для туалета и стен, и дверь 5 миллионов стоила, еще через судебное решение. Сейчас уже 6. За этот год на миллион поднялся. За что? Стройматериалы не увеличились, он же уже построен. За понты? Понты. Да. Нет, то, что сейчас растет дико, это да, но если на каком-то отрезке времени взять, то есть вот там 5 лет назад, ну, я когда работал, просто периодически писал новости, там, сравнивал
сколько Мгм. стоит недвижимость в Казани и в Уфе. И в Уфе стоило столько же, а иногда дороже, чем в Дороже, Казани. До Это 14 было- где-то До года. 2014 года, до Не, универсиады. это здесь я уже были дороже. после 2014 года смотрел, так что это... Потому что мы жили очень долгое время на Кавказе, я уговаривала супруга покинуть Кавказ и переехать куда-нибудь сюда. Мгм. Я почему-то тогда еще хотела переехать в Казань. Муж сказал, у нас там нет родственников, я не знаю татарского, давай поедем в Башкирию. Логика вообще стопроцентная, мы поехали в Башкирию. И тогда квартиры здесь стоили дешевле, почему я и планировала сюда. Просто когда говорят о том, что стройматериалы поднялись, мне хочется сказать, а что где-нибудь там в Воронеже другие стройматериалы? Кирпич другой, песок другой. Или зарплата у рабочих другая. Та же самая зарплата. Ну, тот же миграция самый здесь материал. решает тоже важную роль, насколько я знаю, там треть покупок иногородние. Я думаю, просто за счет предложения и Да, спроса. и Казань это, ну, сейчас просто такое позиционирование, это Москва для бедных. То есть, как бы вот, ну, вот коллеги рассказывают, риэлторы, Москва, что он там Челябинск, из Челябинска приезжает, ну, куда я поеду? В Уфу? Нет. Москву я не потяну, Питер не потяну, ну, Казань. То есть, остается Казань. То есть, и вот При как этом бы- я слышала недавно у москвичей выражение, как только построят М12, Казань превратится в дачу для Москвы. То есть Да. мы будем за 6 часов приезжать просто покупать здесь дома и жить здесь в Казани. Так что цены Да. упадут. Рассада вырастет, Ну, я думаю, втрое. Рустам Миниханов об этом сказал, то, что только будут расти. Поэтому ожидать снижения не стоит. Нет, никто и не ждет. В общем, насчет этой- Недвижимость только растет с каждым Недвижимость годом. всегда она спекуляция. уменьшается. Честно сказать, если отодвинуться от недвижимости, да, то мою жену здесь первый раз в магазине обманули. Вот серьезно. Мне приходится сейчас считать сдачу, потому что в Башкирии такого вообще не было. Она просто в Башкирии не обращала внимания на Нет, деньги. нет, на А самом у тебя деле. жена башкирка, я так понимаю. Да, башкирка, наполовину. Это про башкирское вот это. Да, ну, серьезно. Которые обманули. Обманули, да. Я вообще в шоке был, конечно. Но и на самом деле я тоже столкнулся с таким вот очень жестким, не знаю, как это назвать, но на самом деле Здесь тоже. все свои говори. Да, здесь цинизмом, вот так я скажу, цинизмом. То есть, когда я там снимал квартиру, мне тоже очень жестко обманули, хотя я просто доверился человеку, увидел вроде бы неплохие, порядочные люди, но, например, залог там они скосили так, что вообще, хотя мы не были там виноваты в том, что какие-то были косяки в квартире, в общем-то, они сказали, нет, все, давайте, до свидания, либо через суд. Но я не стал мараться, и ладно, бог с ним, я еще буду Нет, я думаю, работать. подобные ситуации и в Уфе были возможны. Я тут тоже несколько раз сталкивалась. И риэлторы- сталкивались, да? Да, и риэлтор обманывал. Ну, наверное, я Да. просто не знал, потому что в Оренбурге, в Уфе, я в Уфе, наверное, раз 13 снимал, мне никогда такого не было. А здесь вот я прям первый раз снял и вот сразу попался. У меня то же самое было. Просто Арслан, помню, вот как раз человек, который родился и вырос в Казани, ему интересно, он несколько раз приезжал в Уфу, в Башкирию, он обратил внимание, что в Уфе что лучше, да, и чего нет в Татарстане, в Уфе еда вкуснее. Он на это сразу Еда обратил вкуснее, внимание. Природа. Природа. Природа Намного вообще. красивее. Как только въезжаем. Я была 100%. удивлена, это признал Ранель Зинатуллин. Зинатуллин, он был у нас в эфире на «Эхо Москвы», и как-то я у него спросила, как вам в Башкирии? Он говорит, ребят, у вас в Башкирии не хватает нормального пиара и нормальной упаковки. Да, Да. 100%. Здесь, в Казани, реально могут упаковать карамельку в шоколадную обертку и сказать, был шоколад. Вот. А у вас настолько красивые водоемы. Непонятно, что там белое обмелело, что тоже меня позавчера очень удивило, когда они сказали, что центр туризма будет, и мы будем на кораблях в набережной, Круизном, да. круизной корабле, я только не поняла, как, пешеходом, видимо. Вот. Но у нас Смелее действительно редакции. самая крутая природа, мне кажется, это вот просто... Бурьян. Я на днях спрашивала супруга в связи с тем, что у дочери сейчас 4-й курс. Я говорю, а что у нас дальше будет? Какие у нас намерения? Мы остаемся в Казани? Муж сказал, что Башкирия намного красивее. Это человек, который вырос там всю жизнь в Грузии, рядом море. То есть он говорит, мне не нравится в Казани. Но опять же, первое это время, часы. Он говорит, я устал тебя встречать ночами. 6 часов ночами. Вот. И как бы у нас действительно в Башкирии самая крутая природа, и климат, и зима лучше, и ветров нет, блин, опять. Вот. И да, действительно, мы не умеем упаковывать, у нас не хватает просто абсолютный кадровый голод, и многие уехали к соседям, но если лучшие журналисты Уфы уехали в Казань, и работать-то некому, конечно, и пиарить это некому, и рассказывать об Уфе некому. К сожалению, мне кажется, Уфа могла бы подняться при нормальном кадровом администрировании, как в правительстве, так и в журналистике. Итак, а как раз к вопросу, почему не получилось в Уфе, да? Ну, почему не получилось в Уфе? В первую очередь, потому что я татарка,
Я когда уехала, мне вслед и сказали, татарский националист наконец свалил. Да. Хотя у меня не было ни одной статьи вообще о нации, у меня только экономика, политика. Там на радио Титан вообще под псевдонимом выходили. На радио Титан вообще была абсолютно Олеся Чернова, ни татарка, ни башкирка. Мгм. Поэтому. Ну, при этом у нас же работает Валеев, у которого папа здесь, брат здесь, а он там. И мы совершенно на разных планетах. Мишарин. А почему он там, кстати? Просто извините. Потому что мама там, А, мама тоже. а он как еврей при маме. М. Со слов молодежи, вот я 3 года руководила молодежным крылом Курултая Башки Республики Татарстан, и общалась с молодежью, соответственно, они мне что говорили? В Башкирии именно нет какого-то вот федерального университета, именно приезжает учиться в федеральный университет, то есть рейтинг вуза все равно выше, уровень образования выше, и, соответственно, молодежь сюда приезжает и остаются. Таким образом происходит и кадровый голод. Ну, Хабиб, что Вот на самом деле про федеральный университет я да. скажу как человек, который переезжал еще, когда не было никаких федеральных университетов. Я поступил в БашГУ, учился вот полгода на биофаке, Мгм. и я еще отдельно там подумал, что я хочу переезжать в Казань, но параллельно вот я смотрел просто, и самые хорошие преподаватели все были, естественно, Я считаю, из что Казанского наличие университета. федерального университета нас не спасет. Ну, сейчас-то понятно, у нас там вообще, я не знаю, как они объединились. Евразийский Не- университет да. хотят сделать. Вот. Не Но будет мне там кажется, у федерального. ГНТУ и УГАТУ Мгм. авиационный это намного круче по даче образования, чем КФУ. чем КАИ. В виде, не знаю, КАИ, кстати, возглавляет, опять же, да. выходить из Да. Башкортостана. Это отдельная казанская боль, на самом деле, превращение Да, потому Казанского что- университета в КФУ. Моя дочь сейчас заканчивает КФУ, но, скажем так, я очень рада той студенческой ее жизни, которая здесь Казань ей дала, вот именно в таком, она постоянно в каких-то изданиях здесь что-то там в ветре пишет, где-то еще что-то делает, ей очень нравится. Но в части образования, как бы если человек учится на факультете Института международных отношений на иностранных языках, а арабский язык у нее раз в неделю, ну, простите, она до сих пор у меня вот так может и сказать: мам, с какой стороны мне это читать, как бы мне это все это в шпаргалку засунуть. Поэтому в этом плане я считаю, что образование тут также пропиарено хорошо, опять же, за счет универсиады, за счет вот этих мероприятий, но, мне кажется, переплюнуть УГАТУ, КФУ еще сложно будет, потому что выпускники УГАТУ — это самые крутые предприятия по всей России. Именно И за возглавляют. рубежом тоже. У ГАТУ уж сравнивайте с КАИ, тогда. Пустогаров и КАИ так тоже далее. ничего, нормально. Да. Ну, КАИ сейчас тоже, по-моему, там смена власти произошла, да? Мгм. У них 2 марта, по-моему, 90 лет, может, к этому моменту они что-то и придумают. Ну, вот нас многих тоже связывает Башкортостан. Мы, можно сказать, когда я же являюсь посредником между вот Уфой и Казанью, да, и до сих пор вот я, например, раз в полгода, раз в год обязательно езжу в Уфу, даже дальше в Ашу, это уже граница Татарстана и Челябинской области. Вот, как вы часто вообще ездите к себе на родину, к себе в Уфу или даже в районы, Миякинский район, в Уфу, там, Стерлитамак? Через кого передачу передавать? Это как в интервью девочки, да: о, вы из Петербурга, возьмите моей маме джинсы. Я раз в 2 недели. Сейчас вот как бы вот Часто? это, ну, у меня Часто. маме 80 лет, А, мама ну там да, одна, да. поэтому Да. А сюда не хотите перевести? Она сама перевезите не хочет. 80-летнего человека не только в другой регион, но в другую квартиру. Она Вот, одна в вот, да. 3-комнатной квартире. Нет, она Пожилым людям очень тяжело пожилым жить. людям. Да. У них всегда негативное мышление. Она мне однажды задала вопрос, я не знала, как ответить. Видимо, на лице моем все это прочелось. А если я умру в машине, ты как со мной поступишь? Я говорю: выйду из машины. Вот. А если я в Казани умру, вдруг ты меня в Казани похоронишь? Я говорю: мам, там намного дороже, я тебя в Уфу перевезу. Вот. И как бы она говорит: нет, я буду здесь жить. Вот я буду здесь жить, и я вынуждена каждые 2 недели мотаться, несмотря на все эти дороги. Это действительно страшно, ужасно. Но хвала интернету, 80 лет моя мама научилась видео в WhatsApp. Мы с ней вместе пьем чай вечером, мы с ней вместе готовим вечером. Классно. Я проверяю уколы, лекарства и так далее, все благодаря WhatsApp. А так, я иногда задаю себе вопрос: если мама не станет, буду ли я так часто ездить? Вряд ли. Мне проще будет на выходные в Москву смотаться, посмотреть на Первопрестольную, чем и те же музеи, про которые ты сказала, кажется, они тут есть, а я их еще толком не видела. Я все в субботу, воскресенье. Некоторые дни бесплатно. Шулейманы? Надо посмотреть график просто.
Места надо знать. Места надо знать. Людей знать. Нет, я в первое время здесь вот прям до пандемии меня дочь подсадила здесь на какие-то лекции возле Черной речки, по-моему, прям лекции читали бесплатно. И про Возле маркетинг. Черного озера. Черное озеро, да. Это Да. в Петербурге Черная речка. Вот. Я ходила на эти лекции, мне так нравилось. Классно, Я даже классно. писала посты. Этим Ребята, интересно. это все бесплатно, представляете? Да, да. В Уфе Генсон Удивительно, за это правда. деньги В взял. течение всего лета мероприятия проводят в любых Вот. парках. В любых парках. Да. Да. Вот это очень, кстати, организовано, Круто. очень Здесь нравится. вот- Вот с этой точки И это зрения. привлекает туристов. Очень привлекает. И вообще не только турист, моих детей Да. так привлекает. Идемте все в парк, и мы там целый день гуляем, и какие развлечения, все бесплатно, много чего бесплатно на самом деле. Хотя Казань доказала. Ну, тем не Вчера, менее. по-моему, Ева Крестовиц, кажется, блогер из Уфы, выкладывала поездку в туристическом автобусе Уфы. Мгм. Ну, там «Из окна» называется. Я просто смотрела, мне это было настолько смешно. Я говорю, боже мой, Это мы- Любовь, которую организовал. Да, мы, говорю, ну, которые там с траурными куклами, там еще что-то такое, там какая-то страшная тема. Но я к тому, что вот она это все показывала, и все это пытается показать, как в Уфе круто. Это вот, ребята, вид из окна на замерзшее стекло автобуса, и гид говорит, вот на этой улице было восстание башкир, Да. а вот здесь вот магазин, где мед продают. Ну все, вот дальше-то что? Ну, памятник Салавату Юлаеву, гостиный двор, который превратился просто в центральный узбекский рынок. И, в принципе, я, честно говоря, вот при всей своей любви к Уфе, ну, Надо больше что-то показать делать нечего. в Уфе. Что-то менять. Вот, кстати, да. А стоит ли полностью выдумать все это для привлечения туристов в какую-то невероятную мифологию или что? В первую очередь, когда меня спрашивали раньше, как ты думаешь, а что должно привлечь в Уфу, я говорила, нормальные дороги и железная дорога. Из Казани в Уфу, если бы было так же, как на машине 6 часов, наверное, те, кто приехал в Казань, ну и за 3 дня посмотрел Казань, они, может быть, до Уфы бы доехали. Да даже... Ну, блин, ну не 12 часов, а нет, как Слушайте, 23 был поезд. будет, 23 часа. Идрис Газиев, певец, сказал, проснулся в районе Перми и думает, что мы здесь столько стоим. Вот. И 23 Я часа ездил до на нем даже Уфы, один ну раз, это да. ненормально. То же самое с Пипец. Челябинском. Как бы, ладно, поезд, там, может быть, кто-то и пользуется, но если бы это было на машинах, наверное, челябинцы бы ездили, там еще кто-то бы ездил. В первую очередь, мне кажется, проблема с дорогами. Вот. Но есть и другой минус. Если будут хорошие дороги, остатки из Уфы уедут. Так ведь? А что их привлекать-то будет внутри Уфы? Ну, Ну, тогда уже можно было бы что-то реально развивать. Может быть, действительно, вот природу, может быть, там, я не знаю, на Юзань бы возили, на плоты, да, вот именно да, спортивные. именно На Иркут же природные. едут не только ради того, чтобы на лыжах покататься, но и... да, да. Мне кажется, все-таки здесь природу взять можно в Башкортостане. Это огромное преимущество, Огромное если преимущество. правильно развивать. Да, и какие-то домики, и что-то такое. Если можно под поставить. Питером устраивают Да. глэмпинги, извините, какой там может быть На этих природный болотах. ресурс? Знаете, Да, 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 да. то Под в Питером, Башкирии- под Казанью. Да, вот В же. Казани А, тоже да, я есть, помню, да. Михаил Полно, тоже полно. говорил. Но мне кажется, в Уфе сделать глэмпинг, блин, да эти дома поставить, эти бани Класс, поставить, да классно. народ ездить будет. Ездить, На озеро да. Банное же ездят, Мухамедьярово, почему бы не поехать куда-то в глэмпинг? Мгм. Вот. И народ бы действительно поехал, потому что, ну, в санатории сейчас, ну, это же, ну, смешно, если Янгантау по цене Карловых Вар в Чехии. Да, очень дорого, да. Вот этим, наверное, можно было бы привлечь. Но для этого, в первую очередь, нужна дорога, безопасная дорога, как минимум. То есть это вот железная, наверное, дорога, а не только машина. Вот, потому что... ну, Туристические места и умение пиарить. да, и умение пиарить. Нужна нормальная башкирская фишман, которая будет рассказывать о том, что, блин, вы приехали просто в чудо-край. Как раньше в Кисловодске в советское время говорили, возьмите хлеб, намажьте воздух, и вы будете здоровы. Вот то же самое можно сделать в Башкирии. Просто прослойку из меда, конины, Да, и да. у тебя вообще все ЖКТ И будет в хумус. порядке. Сверху кумусом И хумус. залить. Ну, вообще, кстати, вот пару недель назад, помните, вот обсуждали встречу Миниханова с Кудриным, где там опять позаговорили про агломерации, то, что там про укрупнение регионов. Естественно, это вызвало раздражение как раз у нас на родине, в Башкирии. Там татары нас хотят захавать, нас там опять присоединить и прочее, прочее, прочее. Там уже даже какие-то методички вот на сайте правительства вышли. Ни в коем случае не с нами уйти вообще. Это, видимо, там кого-то в Белом доме это очень раздражает. Не будем указывать пальцами. Вот. Все-таки возможно, по-вашему, интеграция Уфы и Казани? Вот, если возможно, то в каких областях? Вот вы уже сказали, что нужна некая своя там уфимская фишман, да? Что еще? Вот люди, которые пожили и там, и здесь, мы, которые работаем в сфере в сфере информации, да, в сфере пиара. Мы, казалось бы, лучше все должны в этом всем ориентироваться.
Ну, реально нужен хороший пиар, это однозначно. Нужно проводить какие-то мероприятия и, в принципе, наверное, просто обозначить какие-то бюджеты для всего этого, потому что, ну, одним каким-то Одними идеями далеко не одними уйдешь. идеями не уйдешь, И просто что-то лозунгами. создать, да. Там без булдыралабыз, ну, понятно, а что Якширак, булдыралабыз, да, Йокширак и так далее. А ничего ведь нет. Я поняла, Ничего что нет, да. город уже не создаст, он город-осьминог, его не изменить, не расширить проспект, не расширить, не присоединить затон, не улучшить эту, не поставить паркинг. Я занималась этим паркингом 4 года назад, до сих пор этого парковки нет платной. Невозможно заехать, невозможно уехать, но, наверное, как-то привлечь надо молодежь. Помнишь, была как-то однажды программа, якобы молодежь, кто-то даже ездил, Миниханов в МГУ, да, ездил, молодежь, если переезжает обратно учиться в Казань, то им там чуть ли не какие-то привилегии, возможности, работы и так далее. А в Уфе и не пытаются удержать студентов. То есть мы просто Хабиров сказал, не уезжайте же. ведем подсчет. Ну да, не уезжайте. У нас такое мероприятие было вот во времена студенчества. Мы ездили делегацией, получается, в Уфу. Была встреча с Хабировым, но, получается, нас всех обратно позвали в Уфу, но конкретики мы так и не услышали. Мгм. То есть, Да, такое что мероприятие было, да. То, что они нас ждут и готовы принять на работу обратно. Просто с тех времен, когда в тот же самый БГУ на нормальные факультеты принимали там, в соответствии с фамилией, они вроде как уже прошли, но тем не менее там не было какой-то вот практики, что в МГУ, в БГУ или там в медицинский можно поступить в соответствии со знаниями. Все равно как-то вот это вот происходит. Очень сложно поступить в хорошие факультеты. Сейчас, конечно, просто этих хороших факультетов как таковых не осталось. Но, насколько я знаю, медицинский в Казани значительно проще поступить, чем в Уфе. В Уфе даже на платно невозможно поступить. Молодежь, конечно, сюда едет. Ряд знакомых, которые пытались поступить в БГУ или даже в ПГПУ, не смогли там поступить, зато поступили в МГУ, там, МГЛУ, например, Да? даже Есть такие такие, были. да, примеры есть. Это Таких еще немало. тогда, да? Это вот как раз мои ровесники, вот это получается, в середине нулевых годов. Сложно это. Сложно, У нас да. то же самое, ребята говорили, что в МГУ прям есть, ну, как бы, группировка стерлитамакских, потому что никто не захотел ехать в Уфу поступать, поехали сразу, попробовали, и все поступили. Надо же. Ну и из Башкирии очень много тех, которые поступали в АГУ, потому что были с русскими фамилиями. В моей группе было 3, по-моему, человека, которые из На Башкирии. журфак поступать было Кумертау, невозможно. Я Салават. с платного отделения журфака забирала деньги, когда увидела 1 сентября Махсус ДРС, только потому что мне декан сам говорил, не будет уроков башкирского языка. Я вот прям не то, чтобы там была противница, но если я его не знаю. Ну да. Вот, и когда увидела, что будет Махсус ДРС, я говорила, вы знаете, я расторгаю договор, давайте возвращаем деньги, я не буду здесь учиться. Вот, и у меня Огантул был. Но А на так? самом деле подобные жалобы в Казани точно так же есть. Ведь, Я наверное. понимаю, да. Сейчас мне это намного даже интереснее, потому что мой ребенок абсолютно там русский человек, Клюковская Анна Андреевна, на зачете вдруг неожиданно вспоминает, что он мама сатотар, и ставит, получает зачет, и ты понимаешь, что это неправильно. Она говорит, мам, какая разница, за то, что ты татарка, тебе гаишник пропускает, а мне зачет ставят в институте. Вот. Конечно, это где-то используется, это просто как бы забавы ради, но это не решает наши глобальные проблемы, как улучшить нашу республику. А для того, чтобы улучшить республику, наверное, в большей степени там нужно решать и на правительственном как бы этапе, а нынешнее руководство республики, оно более политизировано. Мне всегда казалось, что все-таки мэр города – это большой завхоз в кепке. У нас мэр города управляется президентом, не имеет права идти направо или налево своими решениями. К президенту могут обратиться по поводу того, что почему у нас во дворе улица не вычищена. У нас народ, по-моему, просто потерял, кто управляет республикой. У нас кто... так-то в Башкирии или в Татарстане? Я имею в виду, конечно, о Башкирии пока речь. Вот, здесь я знаю, что Медшина все безумно влюблены, все радуются, что вот с приходом да, Медшина, что здесь все всегда чисто. Несмотря на то, что во дворе я машину поставить не могу. Вот. Вопрос-то не в этом, а в том, что в Башкирии действительно просто административный голод абсолютно. Ну, ты вспомни, у нас ставят то советника по культуре, господи, сначала у Хамитова был саксофонист, Киреев, по-моему, потом Радика Ильич. Радика, я никак не могу, второй это его, Элвин Грей. Элвин Грей, да. То у нас Моргенштерн участвует во всех программах Башкирта и так далее. Вот. А
того, чтобы удержать молодежь, показать молодежь, мы как-то ловим у федералов самые худшие черты и пытаемся их внедрить в Башкирию. А лучшие, например, у тех же казанцев не берем. А что, например, можно было взять у тех же казанцев? Первое – это урбанистику. Да. Второе – да пригласите вы уже наконец тех, которые могут сделать парковки, паркинги и так далее. Третье – да господи, купите вы эти красные автобусы, хотя бы бэушные указания, поставьте, уберите эти газельки. Сколько у нас ДТПшек с этими газелями? Четвертое – в том же молодежном движении студентов немного, слово, мотивируйте. Вот, и они будут создавать какие-то общественные пространства, не только арт-квадрат, куда просто все инстаграмщики едут, фотографируются, показывают, вот это Уфа такая красивая. Это просто извините. И все, и больше ничего нет. Создавать какие-то, я не знаю, мероприятия. После саммита осталось бездействующих огромное количество гостиниц. Отдайте их под какие-то общественные организации, хотя бы там первые этажи под что-нибудь. Да нет пустует, ничего. Пустует все, да? Они практически ведь в пустом, полупустом стоят. Хватка Насколько нужна я просто. знаю, недавно построили или же отдали под управление молодежи здание молодежное, то есть Яшлик Хаус. Возможно, Мгм. слышали. Мгм. Вот. Создали специальное пространство для Это молодежи, который бывший где они публичный могут, дом? Да. где они Так, могут какой собираться. Это какое Угол здание? Карла Маркса и Пушкина. Здание не могу сказать, но вот знаю, что есть такой теперь Да. дом. Яшлик-хаус, Да, ну что это Яшлик-хаус такое? для молодежи Мгм. башкирской. Вот. Ну, уже какое-то действие есть, наверное. Ну да. Хоть хаосом Де- назвали. Действие на самом деле происходит, потому что я помню, что там вот через год после вот прям того, что Казань прогремела со всей своей урбанистикой, там в Уфа тоже что-то начала. Но просто это все было какой-то вот как это обратный карго-культ, да? Мгм. То есть вроде как взяли, открыли какой-то новый парк, Мгм. и ты смотришь фотографии и понимаешь, что Блин. Да. ну у вас как будто это Да. местный уфимский какой-то студент архитектурного это все делал. Ну, ёлы-палы. Мгм. Я первое, почему удивилась, когда приехала сюда, в Казань, это, знаете, это как это, китайские рабочие, которые удивляются, сколько у вас тут лесов. Вот примерно так же у меня было в Казани. Любой парк, обработка деревом, тут лавочки, тут Мгм. ступеньки, тут какая-то фигня. Вот этот парк, Искусственное озеро. парк Везде все Ура- сделано. даже урны есть. Урам, по-моему. Даже да? урны. Урам. Музыка обязательно. Здесь вот волейбольная площадка, здесь это. Я потом даже помню, что писала. Вот эта территория, которая под президент-отелем, перед мостом на Нагаева, там Мгм. просто пустое пространство песочное. И Урам просто вот скопируйте, я не знаю, заплатите Фишман, Да, пусть да. она приедет, покажет пальцем, где песочницу поставить, где сетку волейбольную натянуть, а где рыбаков посадить. И все можно было бы сделать. Территории в Уфе достаточно. Тот же самый президент-отель. Вроде бы там хороший лес, но там нет фонарей. Как ходить в этот Кстати. лес? Ну вот как? Ну, есть же абсолютно простые решения, которые просто нужно взять хозяину города и решить. А хозяина города нет. Хозяин города каждый день, мне кажется, ходит на работу и думает, блин, меня уволят сегодня, не уволят. Он Это, с кстати, наследием был не справится, в да. Казани это был первый шаг урбанистики еще до того, как Фишман пригласили, когда у нас решили оживить парк Горького здешний. Мгм. То, в принципе, все, что сделали, это просто проложили дорожки и поставили фонари, да. Хотя бы. Часы красивые сделали. Ну да, и часы. Куда? Но на этом В тогда этом году кафешки закончили. поставили. Ну, это уже потом уже Фишман приехал, и началось все как-то. Ну, когда более- же вот 6-7 лет назад, когда Фишман приехал, начала все эти свои первые шаги предпринимать, здесь там такую критику выслушивала. Типа, какая девочка из Москвы, там, Да. сколько было, там, 23-24 года, да, какая-то с понтами такая приехала. Что-то непонятно свое творит. Ей столько пришлось вот этого Ну, негатива слушай, на да. себе вот Но вынести. она выдержала. У нас-то в Уфе тоже много красивых девочек сейчас пришли работать руководителями пресс-служб президента и так далее. К сожалению. Ну, не из Москвы, Да. не из Да. Самары. Вот, Из Красногорска. да, мы просто вот месяца полтора-два назад, в декабре, в Уфе тоже проводили круглый стол там с деятелями культуры, там Риас Искаков есть такой Мгм. очень крутой режиссер, там, ну, в Уфе реально очень много крутых реально людей, да, вот творческих, Мгм. талантливых, одаренных. Вот, и Риас Искаков один из таких, он сказал, что мы даже пытаемся
даже предложил идею, что мы пытались даже через Министерство культуры, чтобы мы какой-то совместный какой-то фильм сняли, какой-то проект сделали. Но местное Министерство культуры, то есть Башкортостана, да, которое возглавляет Амина Шафикова, вообще как-то как обтелку горох. Здесь тоже как-то они вот по-татарски уклоняются от этого всего. Вроде на словах все говорим, что да, хотим мы что-то делать совместно, а когда дело доходит, все вот как-то Да, ответственно. сторонятся, С да. творчеством я так поняла, что и здесь тоже есть проблемы, потому что Тимур Садыков иначе бы не уехал в Москву. Снимать фильмы в Казани, это тоже, по-моему, то еще неблагодарное дело. Но в Башкирии, понятно. И я пытаюсь иногда понять башкир. Но у них есть маленький клочок земли, названный Башкирией, в котором в столице Да живет маленький. большее население татары и русские. Да, Им да, хоть да. как-то надо свой курай, свой кубыз защитить. Но почему-то они это делают все за счет местного населения. И не понимают, что если это местное население каждый день долбить и чморить, они просто однажды уедут, а эти 17 несчастных процентов и останутся там, и будут этим кураем наслаждаться. Вот, к сожалению, как бы вот этого нет. А в Казани, ну понятно, здесь же нет борьбы за язык. Здесь вообще этой борьбы нет. Здесь, в принципе, у меня вообще иногда ощущение, что здесь татарский язык никому не нужен, потому что за него не борются. Это в Уфе мы там все время боролись за уфимский, за татарский язык, за право его говорить, за право его преподавать в школах, за право назначать хотя бы какой-то единственный садик, в котором будут дети с татарским языком. Ну, театру НОР, сам ты понимаешь, тоже нелегко, да, как могут они там пытаются согласовывать в любую ситуацию. Мечеть Ихлас, который повесил баннер, на котором просто они на татарском написали, по-моему, цитату из Корана, их заставили поменять на башкирский язык. То есть там татары выживают, а здесь вроде как, ну нет проблем, и мы здесь просто существуем. Если здесь там такую-то слабинку отпустить в Уфе, может быть, хоть что-то бы и было. Но башкиры почему-то считают, что очень сложно им будет жить в родной Уфе, если они всем остальным другим нациям дадут слабинку, перестанут ими В управлять. Уфе может быть какая-то внутривидовая конкуренция, здесь больше конкуренция с Москвой, наверное, у Казани. Здесь какие-то больше... А в чем вы боретесь с Москвой? Ну, как указательно федерального центра, отношения федерального центра, отношения договоров. По крайней мере, на словах в информационном поле тут татары такие все прямо хорохорятся, такие, мы не дадим там себя нагнуть. Ну, при этом, Ну да, как мы знаем, бизнес что... онлайн написал, мы все равно будем его называть президентом. Да, вот мы будем президент называть там на уровне каких-нибудь говорящих голов говорят, что заявляют, что нет, мы там в Москве там покажем Спутькину мать и прочее, но при этом сами видим, к чему все идет. Потихонечку там... Ну, я за 2 года ни разу не видел ни одного критического материала в отношении правительства. Мне кажется, тут даже и блогеры никогда не скажут ничего в отношении правительства критического. в отношении Башкирии какого? могут- Регионального правительства или федерального? Блогеры, Регионально? смотри, какие у нас есть всякие. Я не знаю даже, какие у вас На есть. Ютубе можно найти. Ну на где-то Ютубе какой-то- Варламов-то тоже может и там, и сям где-то что-то рекламирует. Я к тому, что в Уфе-то мы все время там что-то выражаем, мы все время чем-то недовольны. Вот. Вопрос только в том, дадут ли нам за это дальше жить. Вот. Но в этом может быть тоже какая-то большая разница. Здесь, как мне пытались объяснить, когда я только приехала в Татарстан, я задавала эти вопросы и своим московским коллегам, а почему здесь так хорошо? Говорят, что все хорошо. Что татары настолько счастливы, что у них здесь осталась татнефть, что у них социалка здесь на должном уровне, и поэтому на все остальное они просто закрывают глаза, чтобы не получилось как в Башкирии, где нет ничего, ни социалки, ничего. Здесь более сытые, поэтому более... Здесь более сытые, поэтому на остальное, если там не хватает на икры, на хлебе, они промолчат, потому что хлеб есть каждый день. А может кто-то сталкивался с татарским национализмом в Казани, там, в Татарстане? Потому что, вот была перепись, и достаточно, там было много эмоциональных постов с каждой стороны, и то есть как бы каждая сторона там про ассимиляцию говорила, то есть это было очень такое тактическое занятие, то есть как бы сама перепись. И, как бы вы говорите, что нету, да, не сталкивались, что татарского языка нету, да, кто-то может сталкивался, реально, может, есть проблемы в городе? Мне кажется, татар самодостаточные. И не Татары требуется. своих уже посчитали. Минихан уже Да. сказал, своих не дадим, как Да, бы все, да, что там как бы. пересчитать. Я не сталкивался лично. Такого не Тебе, было. Лиана, вот все-таки Более как... того, да, я тесно взаимодействовала с Домом дружбы народов Республики Татарстан.
и работала там также, и понимаю, что здесь создают условия, чтобы и другие национальности развивались. Вот этого я не чувствовала, например, в Уфе, когда я еще училась, чтобы создавали условия и для других национальностей, чтобы и другие национальности могли развиваться. Да, я была здесь на встрече у узбеков на каком-то их мероприятии. То есть вот в Доме дружбы народов на Павлюхина 57 есть у каждой национальности свой кабинет, свой руководитель, своя, да, у башкир тоже есть, Курултай Башкир бурятов Республики есть, Татарстан, да. У нас есть свой кабинет 210, у нас определенная молодежь, которой мы постоянно собирались, нам бесплатно давали помещение, то есть в этом не было проблем. А в Башкирии этот Дом дружбы есть? Дом дружбы есть, а там, по-моему, никого никогда нет. Который Илдаш Супатир возглавляет его. Нет, Нет, Илдаш. Я помню, Микаэл Алиев Нет, такой нет, был, нет. там, помнишь, да? В 2009 году, я помню, приехал, когда в Башкортостан, там какое-то мероприятие было, по-моему, Наурус назывался. И мы заходили в этот Дом дружбы, это Дружба народов. В Уфе, да? Да, в Уфе, и у них активно такая комната. Ленина была. Кирова, да? Да. И поэтому думал, что, оказывается, нет, да, что сейчас, то, что там заседали разные национальности. Я знаю, что у туркменов там есть своя какая-то вот уголочек. Вот, Да, уголочек это есть. вот про Башкирию, про Уфу ты говоришь, да? Да, в Уфе. Ага, понял. Но здесь шире, да, то есть вы хотите Да, сказать? да. И больше также молодежи привлекают, чтобы мы развивали именно свои национальности, и никто не препятствует этому. И создают специальные республиканские мероприятия, где каждая национальность может выразить себя, показать свой костюм, свой язык. То есть каждая национальность может рассказать свое стихотворение, спеть, станцевать. Это тоже какой-то показатель. В Башкирии вон татарскую гимназию открыли, там Мишарский историко-культурный центр открыли, вон в Балтачево. Вот, может, конечно, по-разному, может, все-таки татары как-никак. Может. Поэтому, опять же, я нисколько там не апологет или не оппонент. Вот, просто со стороны, опять же, руководства Башкирии могу сказать, нет, мы тоже поддерживаем. Вот, а вас в Татарстане вот... Поддерживать, да, это, естественно, просто не на должном уровне, наверное, можно еще лучше. То есть можно Уфе научиться и у Казани вот этим вещам и лучше продвигать. А вот эта вот ревность, которая, нездоровая местами ревность, особенно это хорошо смотреть, когда телеграм-канал читаешь, там соседи завидуют, там еще что-то, да, просто вот смеешься иногда, столько токсичности выходит. А вот преодолеть двум республикам, двум городам вот это в Казани, не знаю, насколько вы ощущаете, в Казани как-то вот национальный фактор, там, без разницы кто-то, да, то есть там есть, наверное, какие-то моменты, может, по власти, но в принципе в городе там не смотрят на эти вещи. Если можешь, ты делаешь, да, если ты крутой, уезжаешь в Москву, да. В Уфе, я так понимаю, там обсуждение, почему у нас не в Казани, это какая-то такая национальная садомаза, там, идеология какая-то, да, то есть там вот Facebook уфимский открываешь, и там вот почему снег не убирает, почему парковок нет, почему не в Казани. Вот как-то смотришь, и такая вот болезненное все восприятие. Это вот естественно или насаждаемое, это вот как-то можно победить вот эту. И действительно, чтобы два города, две республики работали вместе. Да, потому что меня больше всего удивило то, что вот Линя сказала про свободу, да, то есть вы можете выражаться. И это вот когда в Уфу приезжаешь и читаешь медиа, там смотришь, насколько много разных точек зрения, ты понимаешь, что это на самом деле огромный ресурс. И то, что основные певцы там татарской эстрады из Уфы, что то есть вы здесь, много это идет оттуда, то есть вы можете выражаться и осмыслять какие-то вещи, да, у нас вы тоже важный момент отметили, мы сытые, нам хорошо, и зачем лишние мысли, да, иногда. В Инстаграме я смотрю под постом Миниханова Хаирлир, да, всегда какие-то недовольны, что туда пишут. Потом же Но меня удивляло, что ладно пишут, не удаляют. Меня Хабиров сразу в черный список засунул. А вы писали в черном списке? Я в черном списке по всем его там советникам. Казань с Уфой мог дружить вообще, нет? Казань с Уфой, да. 100%. Люди, да. Правительство тоже могло бы, да. Они могли бы просто, есть такое понятие обмен опытом. Так меняйтесь опытом. Чего же вы чморите-то друг друга все время? Но тут как раз вопрос именно
количественно-национального Да. вопроса. Именно количественно. Нас меньше, За это идет Да. борьба. да, нас меньше просто вот башкир. Я так думаю, вот их мнение. Мгм. Потому что, ну, зачем тогда ездить прямым рейсом в Австрию за опытом, когда тут у соседей в Казани можно дешевле проехать и посмотреть, как они это делают. Так нет же, мы же не будем как у татар, мы будем как лучше у кого-то Но там. мы знаем, почему они в Австрию ездят, там Ну, родственные связи. Да. Здесь тоже полно уже родственников. Меня в первое время, я помню, удивило, когда Артур Идельбаев, вроде такой прям башкарт, когда он своих, так, дочь свою Инза. отправил Да, учиться да. в Казань. Для меня это было реально Показатель, да. показатель. Думаю, ну ничего себе, самый ярый башкир вдруг отправляет в Казань дочь. Основатель СБМ. При этом в БГУ не Надо же. отправил ни одного ребенка. Основатель. Первого ребенка Молодец. отправил в Китай, сына, да, учиться. Я думаю, как так? И он первый начал писать посты о том, как, посмотрите на Баумана, они уже на 3 языках вывески делают. Там, Смотрите, включая- какие у них рестораны национальные. Да. И для меня это было так удивительно. Я думаю, как же так-то? Вот. Но чтобы, наверное, можно было бы... У нас ведь устраивают все время блогер-поездки из Блог-туры. Уфы в Казань. Ну, сделали бы пару поездок из Казани в Уфу бы брали. А мы, кстати, делали, вот как раз Идельбаев нам в этом плане помог. Мы летом организовали как раз несколько журналистов из Мгм. Статмедиа, и они поехали в Бурзянский район, как раз все Мгм. Артура, он сказал, без проблем организовал. Ну, люди реально были очень восхищены, написали несколько там Мгм. в СМИ материалах, там в блогах, там, ну, Мгм. реально, оказывается, у вас там такая каповая пещера есть крутая, шульгантаж, да? Прошу прощения, шульгантаж надо говорить, политкорректнее для... Вот, у вас такая красивая белая Агидель, у вас такой офигенный мед, такие горы, а мы, оказывается, вот сидим в Казани, да, вот только по Мгм. картинкам видим, и все. Я думаю, что Вот, только да. башкиры поднимают восстание. Да. 25 лет. И они только в один Бурзянский район съездили, ну там же рядом, каждый район Конечно, не поедет, конечно. там, начиная там, не знаю, Мечетинский Крайдельский, район, Мечетинский, Мечетинский, там, да, не знаю, очень Белорецкий, там, Абзелиловский, Баймакский. Шикарно. Там реально шикарно. И Да. если, конечно, не ездить по этим всем ужасным карьерам, то есть, которые сейчас там все изуродовали, да, природу, Мгм. реально там татар просто, ну, татар в кавычках, естественно, тут половина русских населения, вот они просто реально сидят и вот с открытым ртом вот это все. А мы вроде в Башкирии уже привыкли, ну, гора, ну, скала, ну, вот, Мгм. ну, степь, Ну да, как обычно. Ну, кумыс. Я ну, раньше ну, забавлялась. ну, канина. Ну, бишбармак, да. Раньше забавлялась по поводу вот этой стелы, которая башкирская, которая красивая была, рядом с татарской. Они прям друг против дружки стояли. Сейчас наших отодвинули, башкир. И такая, не знаю, как надгробие над Башкирией стоит что-то нечто. Но я всегда как бы говорила, ну, если у нас есть какие-то вопросы, давайте прям вот сцену прям в поле организуем между двумя этими стелами на территории границы Башкирии и Татарстана, и будем устраивать там сабантуи, и покажем, что, блин, у татар и у башкир даже праздники одинаковые, кухня одинаковая, все одинаковое, несмотря на то, что есть, конечно, там различия и так далее. Но эти различия даже в территории внутри Башкирии могут быть разные, там Бялиш у каждого района свой. Вот. Но можно было бы это организовывать. Но, к сожалению, если говорить о руководстве республиками, у них, по-моему, особого интереса как-то нас сблизить нет. Такое чувство, что это всегда кому-то выгодно, чтобы мы всегда были как-то это В в таких борьбе. да. Ну, знаете, это как это, Конкуренция. в любой компании руководитель думает, ну, самый сильнейший выживет. Когда принимают на работу 2 человек на испытательный срок, сильный выживет и останется. Вот. И, может быть, чем больше мы боремся, тем больше мы пытаемся показать, кто лучше, но почему-то Казань все ближе к Москве уходит, все круче все делает, а мы всю Казань догнать пытаемся. Кстати, тот же Ранель Зинатуллин у меня в эфире, когда я спросила, у нас на каждом совещании мы сравниваем, а как в Казани, то есть прямо на правительственном уровне, в открытом совещании говорят, а как там в Казани, а как вы в Казани говорите, там, вы с кем сравниваете себя? Наверное, с Москвой, с Надеждой, сказала я Ранелю Зинатуллину. Он говорит, мы с Европой уже давно себя сравниваем, мы даже Да. на Москву и не смотрим. Вот и тем самым просто нас прихлопнул в эфире, и все. В свое время Рафаэль Хакимов, это бывший советник Шамилова, сейчас, получается, научный руководитель Института истории Марджани, говорил, что еще в 90-е годы мы приглашали даже специалистов не из Москвы, поскольку там Казань с Москвой конкурировали, мы приглашали там, тут работали специалисты из США, из Европы, мы на них ориентировались. Вот, и этот тренд, видимо, сохранился. Мы там, то, что стали расширять, развивать не нефтедобычу, да, вот, она осталась, но и нефтепереработку, и IT-технологии, тоже при Миниханове. Говорит, ну, естественно, мы смотрим в будущее, а не живем, а не тем, что, да, что там у соседа там, ага, у них там что-то получше, поярче. Вот, может быть, в этом стоит как раз брать пример
Уфе, Башкирии. То есть не оглядываться, что там в Челябинске там, или в Свердловске или в Татарстане, тоже смотреть, что все-таки в Европе делается. Вот. Вот просто обратил внимание еще, вот во многих регионах, в Москве, в Петербурге есть свои региональные землячества, да, вот в Казани такого нет какого-то землячества Башкирии, да, есть Курултай-Башкир, в принципе, выполняет, наверное, в каком-то Ну, не в плане. Казани, там. так Челнок. Челнок, насколько я понимаю, диаспора 10 тысяч башкирская. Вот, ну, именно башкирская диаспора, но землячество нет, что там... Ты имеешь в виду выходцев, Да. выпускников Уфы? У нас тут есть башкиры, татары, русские, да. Вот, как вы думаете, стоит ли вот здесь такое что-то организовывать или какую-то площадку делать именно для уроженцев Башкортостана, для выходцев из Башкирии, как это, например, происходит в Москве или там в странах Европы, например? Ну, я думаю, что как общественный деятель вот эту функцию Курултай-Башкир Республики Татарстан и выполнял, и сейчас выполняет. Просто, наверное, нужно выйти на более высокий уровень и собирать уже каких-то состоявшихся личностей, состоявшихся лидеров, которые переехали из Башкирии вот как раз в Казань, которые чего-то добились. Именно с ними, например, устраивать какие-то мероприятия, круглые столы, вот как сегодня. Условно, на следующий раз позовем гендиректора «Газпромтрансгаз» Казань, да, Рустама Ринатовича Усманова или там ректора КАИ, да, Алибаева. Ну, конечно, и как чём? раз если устраивать такие встречи с молодежью, в этом случае, возможно, они дадут какие-то советы, направления, и молодежь даже будет возвращаться в Уфу. Вот я как раз спрашиваю, а надо ли вот вопрос? Нет, а мне интересно, Причём- эти диаспоры во всех регионах, ну, тот же самый, не знаю, там, взять... Во всех регионах России есть. Ну да, в Петербурге есть, например, татары Да. Петербурга. Их задача в целом в чем? Рассказывать о том, как круто в Казани, или помогать приехавшим? Если Помогать приехавшим, и плюс... Мне нравится, как это на Кавказе делается. О, брат, ты из Кавказа, все, ты мой брат. Да. Я Да, тебе ну- помогу, устрою на рынок. Здесь Да? так А же. мы-то что, чем можем помочь? Тем, которые еще и не выбрались из Уфы. Ну, слабаки не выбрались. У нас основная задача была в чем? Мы собирали молодежь и собирали также взрослых людей и устраивали мероприятия для чего? Чтобы люди между собой познакомились и держали между собой связь и поддерживали друг друга. Кто-то кого-то также трудоустраивал, кого-то приглашал на работу. То есть какая-то взаимосвязь между нами происходила, и, соответственно, мы друг другу помогали. То есть, ну как землячество выходцев из Башкортостана. Мне очень получается. понравилось узбеки во время пандемии. Здесь собрали, вот диаспора здесь узбекская, с учетом того, что во время пандемии запрещены были рейсы в Узбекистан, а вот эти вот ураза ваката наступила и так далее, в общежитии толком ничего не готовить невозможно, выходить в магазины нельзя, да и денег у них там, у студентов не было. И они устраивали у себя вот в Доме дружбы народов, приглашали студентов узбекских. Классно. Ауза Ашерга, это вот как объяснить? Да, Ифтары да, готовили да. плов и кормили студентов и просто поддерживали. И я сама видела девчонок с медицинского, которые просто увидев пожилую женщину-узбечку, ну, видимо, как к маме, соскучившись, просто вот в обнимку и так далее. Для меня это было такое открытие. Ну, господи, почему вот самое вот это простое, человеческое нам чуждо? Но Не только башкирам или Да. татарам, но я имею в виду обоим нациям. Как-то вот мы... мы на своих землях, наверное, из-за этого. Если, может быть, в Европе не по-другому, может, как-то Я относились. вспоминаю всегда один случай. Так, в Питтсбурге. Я вышла из магазина и сидел в сомбреро и в ситцевых шортах мужчина. И увидел, что я с украинцами говорю на русском языке. Он ко мне подошел, говорит, из России, что ли? Я говорю, да, из России. Он говорит, а откуда? Ну, такой, не выпуская сигару практически. Да. Я говорю, да вы не знаете, я из там маленькой республики. Он говорит, ну, откуда? Я говорю, я из Башкирии. Так, Раевку знаешь? Серьезно? И скупая мужская слеза Да. и предложение любой ресторан, лишь бы посидеть. Он не башкир, он не татарин, он просто человек, вот это говоря о землячестве. Он человек, который просто вот выходец. Да, Он да, говорит, да. у меня там мама, у Вот, меня вот. то. Вот ему надо было просто проговорить. Времена, между прочим, уже интернет был. То есть, в принципе, можно было на Раевскую администрацию подписаться и знать, где на какой улице снег выпал, а где не выпал. Но ему важно было, что вот с этим человеком ты можешь поговорить. Вот этого, но здесь, наверное, может быть, потому что расстояние маленькое. Нам землячество тут, ну, уфимское землячество к чему? Ну, Я и да, так да, в да. Уфу каждые 2 недели езжу. Нафига вы мне приехавшие, я с оставшимися поговорю. Ну, это вот так вот представить. Но при этом, конечно, хотелось бы, какая-то взаимопомощь должна быть. Да? Но вот мне очень нравится наш уфимский Facebook. Мне вот его реально не хватает. Потому что
Вас В Уфе, анкетируют часто. например, там у меня сестра работает на одном предприятии, у нее 2 девочки перед Новым годом остались без квартир. Ну, хозяин квартиры сказал, я продаю, вы хотите. Вот. И она мне говорит, Лиз, что делать? Я просто написала, ну ты видел, даешь объявление в Фейсбуке, ребят, 2 девчонки остаются накануне там, Нового года без квартиры, помогите. И мне в личку человек 30 просто Класс. прислали телефоны. Я не знаю, что должно быть в Казани, чтобы здесь люди были столь отзывчивыми. А это уфимские написали, башкирские? Уфимские, Да? наши уфимские, Все, начиная, я не знаю, от Юрия Киселева, там, от работников администрации. У нас Да? вообще администрация очень интересная. Они меня не признают прилюдно, но в личку мне всегда пишут. Классно. Вот. То есть вот эти вот моменты. А в Интересно. Казани, я не знаю, тут все время Инстаграм, где еще? Но при этом не Аслатыпов. Кто вот эти? Они же все время в нашем уфимском А тут болоте. какие-то Нет, на маленькие самом группки деле- какие-то здесь. Вот нет такого уфимского фейсбука казанского. Да, мне кажется, почему бы не вы создать? просто не, ну, как, не Не так? интегрированы никуда, и поэтому... Мгм. Но здесь ровно- Жень, а куда надо интегрироваться, скажи? Да я сам не знаю. Вот именно, что здесь какие-то есть такие вот маленькие, такие, можно сказать, Потому что, сектантские если группки, честно, вот я, какие-то. наверное, даже больше не сколько там лично для себя. То есть у меня, например, есть несколько задач даже по работе. Я год уже ищу экономиста для одного предприятия. Год ищу главного бухгалтера для одного предприятия. Я не знаю, куда здесь можно писать. Но я писала в Нефтекамск, там, ну, как бы, потому что ближе к Актанышу мне эти нужны люди. В Уфе мне сразу все обращаются, а куда ехать надо? Я говорю, в Актаныш, недалеко. Я говорю, поэтому я и говорю, мне нужны люди в Нефтекамске, это ближе, ну там как-то ношу. А где здесь писать такие вещи? Потому что есть понятие рекомендаций. Ты можешь иметь хоть какое резюме, но все-таки рекомендация в нашем национальном даже обществе, оно имеет какое-то значение. Синкем Баласа, Синкем Тонаша и так далее, да? Чей ты там? Ой, вот опросили Ты от там, кого? кто балкон застеклит, я тоже сразу вспомнил. Да, там. да. Мне там балкон срочно помог застеклить Тимур, находясь в Казани. Он мне дал телефон, я позвонил, сказал, я от Просто Тимура. Да? Человек приехал, все мне сделали. Вот, у нас это вот, я не знаю, у нас Facebook как бывший желтый, нет, не желтая страница. Я не знаю, как что сказать. Да, да, понятно. Вот раз и все. Тоска белей. А сколько бы, это очень сильно показала пандемия. Это не только наши меркантильные вопросы. Родственник оказался в ковидном госпитале, врачи не берут трубку, не берут, потому что заняты. У кого там есть знакомые, просто дойти, жив, не жив родственник узнать. Это все было в Фейсбуке. Как бы вот действительно это такая сила. Это может быть, конечно, благодаря прежним еще блогерским школам, которые в Уфе создавались, Куцуева, там, Кобзон и так далее, и потом мы как-то по-разному расформировались, но вот этот костяк, он остался. Я половину этих людей не знаю, которые мне пишут. Вот. Но в Казани вообще никого не знаю. Тот же самый Нияз Латыпов, но иногда мне хочется сказать, блин, хоть посмотреть на этого человека, что ли, как он выглядит. Нет, я его видела на каком-то уфимском, по-моему, мероприятии. Мегафон Москва есть. Вот. А можно мне задать вопрос? Вот, про Казань много звучало, я как бы здесь роль казанца выполняю, коренного в кавычках, потому что коренные казанцы это тоже такой странный вид, потому что тут наши родители из деревень, переехавшие в Казань, это тоже как бы город такой. И сейчас он меняется, да, то есть как вот мы обсуждали рынок недвижимости, что треть сделок это иногородняя. И город меняется, реально он меняется, то есть как бы мы не знаем, ну то есть как бы я знаю Казань там в 70-х, 90-х, то есть ребенком она другая была, люди другие были. А сейчас вот как бы, ну, приток новой крови людей происходит. Вы сказали, что притягивает, там, отчасти сказали, что не нравится, но может вот как бы как уже как бы казанцы, новые казанцы, что надо сделать в городе, чтобы он оставался магнитом, также продолжал притягивать. Ну, что надо поменять, да, то есть как бы, ну, уфимский Facebook, наверное, здесь так сходу не создашь, если только вот вы уфимское, скажем так, землячество, то есть да, заставит казанцев поменять свое отношение друг к другу или что-то еще. Вот, не задумывались вы об этом? То есть, ну вот, условно, у Татарстана заберут нефть, денег станет меньше, да? Но, то есть, останется Казань якорем, магнитом для других городов? Или ее ждет также угасание? И что надо сделать, чтобы этого не было? Ну, если туристические все точки обветшают, то, понятно, ездить сюда и иногородние не особо станут. Хотя при этом едут в основном те, у которых в городах еще хуже. Да, не только потому, что в Казани круто, а потому, что у них просто никак. Вот, и наверняка сюда можно будет ездить, и некоторые на 15 лет, даже если Татнефть у вас отнимут, и вы перестанете ухаживать за какими-то своими... Набережными.
набережными, не нашими бетонными местечками, но при этом, насколько я в цифрах сейчас уже от журналистики отошла чистой, но 2-3 миллиона, по-моему, миллиарда 2-3, по-моему, все-таки дает туризм. И, соответственно, эти деньги способны будут содержать эти все места. Поэтому, я думаю, тут не Татнефть является магнитом, а сам по себе город, его возможность, доступность от Москвы и от других городов, опять же, вот это железнодорожное. В 12 ждем. Ой, ну тогда ждите своих детей потом в гости по субботам и Да. воскресеньям. Они Артур. просто умчатся все в Москву, в Питер. Что еще удержит? Ну что, я вот иногда думаю, что мне бы стало магнитом. Ну, наверное, в какой-то мере, я понимаю, что всех своих родственников, всех своих друзей из Уфы я не привезу, но здесь не город должен стать магнитом, люди друг другу должны стать магнитом. То есть я, например, иногда задумываюсь, а вот если со мной где-то что-то здесь в Уфе, в Казани случится, я кому могу позвонить? Ну, там, вот Тимуру я знаю, в институте Марджани пару красивых, симпатичных мужчин. Вот. А больше-то как таковых я здесь никого не знаю. Ну, коллегам я скажу, слушайте, я заболела, на работу не выйду. Ну, просто вот какие-то люди магнитами должны стать. Они должны стать более, закончим, с чего начали, гостеприимными. И тогда, наверное, они будут как-то общаться между собой. Да, Ленаре я могу иногда позвонить, но она всегда занята, я своими обычными женскими бытовыми вопросами к ней просто не обращаюсь. Вряд ли кто-то, приехавший уже в Казань, захочет вернуться в свою Уфу или там в какой-то другой город, там, в Оренбург, предположим. Это должно что-то сложиться, я не знаю, универсиада в Оренбурге должна сложиться, и все туда поедут. Цыган всех Это выгнать, не Ну, в Соль-Илецк Красноярске будет универсиада, вы думаете, Соль-Илецк набережную поедут туда? создать и так далее. Что меня туда тянет? Я очень люблю свою землю, Татарскую Кыргалу, Оренбург, Мгм. если вы знаете. И родители мои там. Вот. Вот. Да, Это то, нас- что меня сильно тянет. Да, и то, что может меня сподвигнуть поехать обратно. Тут даже не сподвигнуть. Я в первое время очень много своих даже знакомых слышала. Господи, как ты могла... Меня мама предателем называла, когда я только уехала. Как ты могла оставить 80-летнего человека в Уфе Да. одного? Мгм. Это очень действительно сложно, но Сложно, да. Это есть очень- понятие сепарации, не будем в это углубляться. То есть Ну нет, я не отношусь к этому. Просто, Вот. это долг мой, считаю. я полгода там, лила слезы и объясняла Да. маме, что я ее не бросила. А потом однажды мне просто один умный человек сказал: так ты скажи, как твоя бабушка поступила. Моя бабушка жила у моего папы. Ну, то есть мы ее забирали на зиму. Не мы к ней в деревню ездили на зиму, чтобы ей было там не тяжело, да, а мы ее к себе забирали. Я маме тогда поставила условие: нет вопросов, ты переезжаешь ко мне. И тогда она сразу неожиданно выздоровела, сразу стала чувствовать себя хорошо. Начала готовить, оказывается, и варенье она все сама может сделать. Оказывается. Все замечательно. И теперь и интернетом мы научились пользоваться, что самое интересное. И ее подружка 80-летняя в Инстаграме меня лайкает, я иногда в шоке. Вот. То есть все решаемо. Да, да, Люди да, должны стать магнитами. Мы стремимся всего. сюда, в Казань, потому что, опять же, пусть это национальный вопрос, потому что мне, татарке, здесь комфортно. Я надеюсь, что моему ребенку здесь будет комфортно, моему русскому мужу здесь комфортнее. Не сказать, что он здесь сразу нашел работу, но он здесь ее так и не нашел. А в том, что он все-таки город больше возможностей, больше этого. Ну и давайте не утрировать, не лгать друг другу. Москва ближе. Я здесь могу, Да, если что, в Москву доступность, рвануть, да, ребенка отправить. Вот это, наверное, в Точно. Казани не изменить. Но если только железную дорогу не разберете и не сделаете, как мы ее в Башкирии. Чекмагуштан-Буздекке. Вот. Ну, это значит... остальное нецензурно. Молодой шпалиш, в общем, да. Да, Женя, а ты как культурный человек? более культурно, чем мы. Женя у нас поэт, то есть как бы и... Не, мы у нас, прозаики. у нас, кстати, с этим, это Опять тоже такой поэтический батл будет. большая... М. Блин, Извините, зачем ты здесь спасибо. про это все? Совпадение. Ага. Это все отдельная у нас действительно проблема. Казань вот, с литературной точки зрения многие называют болотом, как бы, ну, что тут как-то все очень быстро куда-то проваливается, все инициативы потихонечку куда-то тухнут. Это Но вам ничего, Фейсбука при не этом... хватает. Что? Это вам Фейсбука не хватает. А так бы ты напечатал свои стихи. Завтра пол Фейсбука их бы выучил, перепостили бы. Там немножко по-другому. Это Я она... шучу. Она как бы на всю Россию сразу растягивается. У нас тут в Татаринформе сидит редактор Никита Васильев, который, в общем-то, сидя здесь, умудрялся там и
где-нибудь в Екатеринбурге судить какие-то, значит, эти там конкурсы. Ну, вот такой мощный литературовед, нормально. Тут ничего не сделаешь. То Люди, есть, нужны люди. да, должны быть люди, которые что-то двигают, потому что там с государственной точки зрения ты никак ничего не добьешься. Это все равно всегда все. Марат Гельман правильно говорит, что главное, что может сделать государство для культуры, это просто вообще Оставить не покой. это уже просто вот смотреть. Марат и, может Гельмана быть, надо привести. Правда, иногент. Из Черногории. Мне кажется, удержать здесь людей может быть только наличие людей, которые любят свой город. Если здесь есть люди, которые любят свой город, Но иногда это улучшают любовь его, очень то и мы к ним странные формы стремимся. принимает. У нас есть Ну, краеведческое общество в Казани, это Ну, такой сектантское. это вообще, ну просто иногда вот У нас реально. тоже есть человечки в парках. Да, ну то есть как бы там кирпичик убрали, все, то есть это вот покусились там на предков Ну, с это Российской империи, там, ну прям очень так остро. И Если строят мечеть, это опять свою аульскую культуру тут продвигают вот эти вот. да, вот как-то есть вот эти моменты тоже, да. Я, кстати, подсмеялась, когда начали говорить о строительстве соборной мечети здесь, на берегу Казанки. Я сказала, говорю, ребята, в Уфе, вы готовьтесь, скоро там целый левый берег Казанки, квартира на недвижимость упадет, там мечеть строить собираются. Можем купить пару домов. В Уфе очень с интересом смотрят на эту соборную мечеть, там уже 15 лет строится. Да, это у нас Наш был Самый великий длинный. башкирский долгострой, памятник башкирской коррупции. А с точки зрения бизнеса чего не хватает в Казани? Ну, вы сказали, что для меня удивительная вещь, что здесь Да-да-да, такая я сильная тоже слышала. предпринимательская среда, но как-то вот Хотя нам, журналистам, всегда говорили, что тут процветают только представители да, у нас госкапитализм, то есть как бы это уже понятно. как 6 кланов. Вы из какого клана? Я вообще я со стороны, то есть ни с какого клана не вхожу, слава богу. А бизнес в каком направлении? Вообще я СММ занимался. Ага. Да, сейчас вот перешел на свою все-таки деятельность, на свою специальность, связь с общественностью. Просто я волей судьбы так связан с тем, что я постоянно нахожусь в этом предпринимательском сообществе. Удаленно работаешь, так понимаю. Да, удаленно работаю, но тем не менее у меня постоянно на контакте предприниматели. Я постоянно среди них. В общем-то, среди них я заметил, что у них такая консолидация мощная. То есть они очень друг друга поддерживают. Они друг другу там тоже в гости ходят, да, и так далее. Потом вот это предпринимательское сообщество есть АПМ, да? Предприниматель мусульман, да. Да, предприниматель мусульман. Вот это прям меня тоже очень сильно удивило. И это гораздо мощнее, чем, допустим, вот в Уфе. В Уфе это только зарождается. А здесь уже даже... Опора? Да. Не опора, там, вот если брать среди мусульман, я имею в виду, то это там, какое у нас там сообщество, как оно называется, я уже забыл. Там есть опора России, там типа Лукманов, там есть... Да, Лукманов еще, вот кто у нас там возглавляет, вот Ферзь наш. Ферзь. Это где Евгений, господи, тоже там. Да, ну в общем, я хочу сказать то, что здесь это гораздо мощнее. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, потому что, может быть, я в Уфе меньше это соприкасался с этим. Но здесь вот я вижу этой активности в социальных сетях, да, и Facebook, и в Instagram. И какие мощные пожертвования они делают, да, то есть какая социальная нагрузка на них. Проводят эти республиканские ифтары. Ифтары, да, это, да вообще как бы блогинг такого В Уфе тоже пытались это сделать, но... Да, вот эти социальные штуки меня очень тоже привлекают вот, в предпринимателях здесь, в Казани. И плюс знают историю, да, вот историю. Я хочу такую вещь сказать, то, что вот даже вижу мусульман, я сам просто хожу тоже в мечеть, и вижу, как они знают историю, то есть тех Апанаевых, да, вот, тех, да, то есть и историю очень хорошо знают, то есть вспоминают об этом и продолжают эти же традиции, да, то есть собирают ифтары и так далее. Вот это мне нравится очень сильно. Вот, может какие-то проблемы есть, но я их не вижу во всяком случае. Вот. Можно завершать, да, если кто-то вот еще хочет высказаться. Диана. В поддержку мысли также могу сказать, что действительно, если сравнивать с Уфой, то здесь очень много сообществ, именно которые связаны с предпринимательством. Даже нас выходец из Башкортостана, он здесь организовывает свои мероприятия. Это Ленар Рахманов.
То есть люди, которые приехали из Башкирии, они здесь уже создают какие-то сообщества и продвигают предпринимательство. Давай сходим. Наверное, чего-то не хватает в Уфе в плане поддержки предпринимательства, и они сюда поэтому переезжают. Возможно, возможно. Нет, я к тому, что я ни разу не была в этом Доме дружбы. Когда будут какие-то мероприятия? Это вы Тимур, расскажите. в Уфу говорите? Хорошо, да. Здесь? А, здесь? Здесь? Да, на Павлюхина 57 у нас есть свой кабинет, 210-й. Есть, там же стоят... Метро то есть- Сухого Черкни мне, ладно, если пойдешь, я тоже с тобой. В общем, мы все идем. Хорошо. Женя, идешь? Наш башкирский чак-чак нужен там, да, значит, какой еще? Камаз? Да, у меня В так Дом дружбы возникла народов я был идея. только на иранском Вот концерте. у нас как раз Тимур задал вопрос Вот, насчет доверился. землячества и создание какого-то, возможно, мероприятия, встречи с молодежи, с выдающимися личностями, выходцами из Башкирии, которые сейчас уже работают в Казани. Если с вашей помощью я соберу молодежь, с вашей стороны больше таких выдающихся людей, соберем и устроим какое-либо мероприятие, какой-то проект знакомства. Вот. И если поддержите, то сможем вот эту встречу организовать в Доме дружбы. Как снег растет. Теперь Мулат Каримов приедет. Вместе с тестем. Он чак-чак и оплатит. А вот со своим, получается, юристом, как, есть какое-то свое юридическое сообщество? Юридическое сообщество именно с выходцами из Башкирии нет. А в целом, вот я просто знаю, в Уфе там есть среди юристов, у юристов Да. там своя тусовка, там прям какая-то, вот адвокаты, там, по крайней мере, у адвокатов там, да. Уголовные дела, война, там, силовиками. Они между там. собой даже, там, свои тоже такие банды юристов, между собой там что-то конкурируют. Прям лекция. Честно говоря, если уже говорить о нас, как журналистах, для меня в первый год я была так удивлена, что не проводятся никакие баллы. Ну, бал журналистов. И когда у тебя, по-моему, даже спрашивали, здесь у кого... Бал прессы там, в смысле? Бал прессы, мне сказали, ты что, мы все друг другу конкуренты? Я говорю, блин, ну в один день же мы можем, как эти тигры и косули на водопое собраться, просто не только воды попить и подружиться, потому что это лишняя тема. Есть темы, которые одно издание не может, например, там, ну, затрагивать или мочить кого-то, другое может. У нас же как-то в Уфе мы, ну, у меня на телефоне практически главные редактора всех изданий. И если мое издание говорит, у меня стоп, я не могу этого мочить, то я могу там кому-то другому дать этот материал. Ну, то есть журналисты там все-таки, согласись, в Башкирии, они как все время взаимосвязаны. Вот. Я каждый день практически просыпаюсь от пресс-службы прокуратуры, которая по-прежнему мне по утрам звонит. Вот, и говорю, ну вот туда обратись, сюда обратись. Сейчас там тоже дефицит. Но, как я узнала, в Казани еще больший дефицит журналистов, чем даже в Башкирии. Потому что лучшие отсюда уехали, видимо, в Москву, либо ушли на удаленку некоторые всякие люди, товарищи. Это проще, чем просто сидеть в редакции. Вот. За время пандемии много изучили эти возможности, ушли на удаленке. Но что в реальном времени, что в Татмеде, что где-то еще, мне кажется, всегда есть дефицит журналистов. Вот. Но, к сожалению, это вот как раз и наше сообщество, оно помогало бы. Ну, то есть я бы четко знала, что вам нужен, там, не знаю, дизайнер, или вам нужен дизайнер. То есть мы могли бы как-то друг другу помогать. А здесь вот этого сообщества в Казани нет. Вот чего не хватает в Казани. Давайте, значит, результатом сделаем сообщество. Да? Сегодня создаем. Телеграм, Фейсбук. В общем, то есть, может, как вывод такой сделать, что здесь все-таки необходимо какое-то свое профессиональное журналистское сообщество, видимо, да, первое. Второе, что то, что можно как-то встречаться неформально, как в кавычках башкиры, уроженцы Башкортостана, выходцы из Башкирии, земляки, да. Вот, и тут даже можно предложить какие-то такие варианты. Может быть, даже, не знаю, вот ифтар какие-то организовывать, если там... Да, культурные мероприятия какие-то. Культурно-религиозные мероприятия. Вот, вообще обратил внимание, что, ну, по каким причинам вообще переезжают сюда из Башкирии в Казань, вообще или, там, с других регионов. Это, во-первых, социально-экономические, ну, это, наверное, самое главное. Работа, карьера, да, вот, зарплата, потому что... Ну, зарплаты ниже. Зарплаты, да, вот такие же примерно, но, Не обольщайтесь. но многие говорят, что здесь все-таки возможности для карьеры как-то более шире, более, несмотря на все, вот, казалось бы, некоторую рекламу говорят, что здесь там, ну, тем не менее, несмотря ни на что, но я по себе тоже сужу, я все-таки ничуть не жалею, что сюда переехал. Вот. Второе, получается, образование, то, что сегодня озвучили, да, то, что устраивают детские садики, школы, университеты, вот там тоже Адемнар, который там, не знаю, еще сомнительно, там, 30-й лицей, гимназия. Ну, Тимур, у нас с тобой есть общие знакомые, перебила, которые из Уфы сейчас подростков, детей перевезли в Актанышевскую школу, да? Айдар,
Гульшат, театр НУР. Это вот просто взять детей из городской среды и отправить в интернат в Актанышевский район только потому, Ну, что там лучшее очень, образование. там очень Я крутой понимаю, интернет. но Ну, все-таки конечно. Да, родина Шамиева. Ну да. Ясно. Я к тому, что вот опять из Башкирии детей уже отправляют даже в подростковом возрасте. Вот, образование, естественно, в КФУ переезжает учиться на энергоуниверситет, КАИ. Вот, инфраструктурные еще причины, да, то есть все говорят, что здесь есть театры, мечети, скверы, там спортивно-культурные сооружения, Да, все есть. всё. вот, парки, вот, Транспорт в городе Транспорт, ходит. да. Метро у вас есть. Метро, да. Вот. Это очень круто, что здесь есть метро, там вторую ветку строят. Для себя это, вот я сейчас на работу езжу на метро. И даже мне там жена говорит, Маш, давай машину как-нибудь купим. Я говорю, зачем? Мне это вообще вот не надо. Кстати, о машине. Я в Казани не пользуюсь машиной, да, действительно. Она у меня просто во дворе стоит. Я только в Уфу езжу. Не пользуйтесь, потому что развито все. Ну, потому что я пешком на работу от Вахитовского района. Я просто люблю весь Вахитовский район пешком Пройти, ходить. да. До Баумана обратно Одно это вот 40 удовольствие. минут. Единственное, что вот я вот сейчас только в бассейн, только потому что это надо Миллениум переехать. Еще причины вот даже называли вот политические, то, что там якобы там кого-то там режим давил, там власть давила, не знаю, не давали свободу слова. Вот, ну, по мне Сюда это... приехали, говорить не хочется. Ну да, уже. Приехал в Казань, можно теперь говорить про Башкирию чего угодно. Это твоя главная причина. я тебе. Вот, национальный, то, что здесь, опять же, многие обращают внимание, что Казань все-таки столица татарского мира, там, Минихан это лидер татар, это несколько раз мне говорили, я не знаю. Я так ровно отношусь к политикам, да, но люди там реально, которые там из других регионов даже приезжают из Сибири, мне там в Сибирь ездил, говорят, вот, в Казань приеду, потому что здесь там лидер татар, ну ладно. Скажите, что он скоро на выборах уйдет, чтобы не ездили зря. Вот, тоже здесь все-таки какая-то есть поддержка татарского языка там, или татарская культура какая-никакая, да. Вот, хорошее отношение к татарам. И еще религиозность. Тут некоторые даже совершают так называемую хиджру, говорят, что здесь потому что мечети есть здесь, потому что да, к девушкам в платках лучше относятся, вот, чем даже в Уфе. Вот, но это действительно так. Это потому так. что там, реально я сам как журналист школах не освещал такие разрешают. моменты были, когда там, в школе, в университете Надо там же. кто-то вызывали там в ректорат и говорили, вот там давай там, не Пожалуйста. ходи в платочки, там не положено или еще что-то. Здесь все нормально, спокойно ходят, никто такие вопросы не задает. Вот, и там то, что наличие мечети в шаговой доступности тоже очень хорошее подспорье. Ну, Думарте, кстати, вот как бы его не критиковали, я тоже его очень много, они тоже от меня очень много чего натерпелись, но тем не менее Думарте, духовное управление Мусульман, здесь очень хорошо работает, в отличие от Тадждинского ЦДУМа или от Думар-Б. Я уже не говорю про московские, они там, несмотря на весь их пиар, делают реально меньше. Вот, в принципе, если какие-то еще есть причины, почему сюда переезжает, можете тоже озвучить. Ну, мы же, по-моему, озвучили, что народ. Народ, наоборот, здесь даже очень много говорили, да. Перспективы, наверное, возможность близость с Москвой. Да. Близость с Москвой. Большая часть того, что ты сказал, подпадает под короткое определение «Москва для бедных». Да. Спасибо, если кто-то еще хочет добавить, можно, в принципе, еще время есть. Хотел 1,5 часа. Нет. Спасибо, коллеги, можно так завершать. Мгм.